Более сотни образовательных учреждений Якутии получат новое оборудование. В рамках нацпроекта образования в регионе проходит обновление материально-технической базы школ и СУЗов. Когда школы и СУЗы получат новые приборы и программное обеспечение, материал Полины Долинской. С этого года Министерство просвещения страны проводит в школах и колледжах эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды. Программа стартовала и в нашей республике в рамках нацпроекта образования. Всего новое оборудование получат 76 школ и 26 учреждений среднепрофессионального образования. Под цифровой образовательной средой понимается единая информационная система, объединяющая всех участников образовательного процесса, то есть учеников, учителей, родителей и администрацию школы. Республика получила субсидию из федерального бюджета для реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в рамках национального проекта образования. У нас в республике он реализуется с 2019 года. Участниками являются общеобразовательные организации и организации среднего профессионального образования. В 2019 году их было у нас 15 школ и 2 учреждения СПО. То уже в 2020 году у нас уже 102 образовательные организации, это из них 76 школ и 26 СПО, учреждений среднего профессионального образования. В 2021 году у нас будет 68 учреждений участвовать, и в 2022 году будет участвовать 79 организаций. Реализацию проекта начали еще в конце 2018 года, и он направлен не на переход на дистанционное обучение, а на создание новых цифровых возможностей в школах. Финансирование проекта до конца 2022 года составляет более 500 миллионов. Из них было реализовано более 230 миллионов в этом году. Закупки проведены в срок, оборудование получили. Вот сейчас, как раз в эти дни, в активном, так скажем, режиме образовательные организации получают оборудование. Это 38 ноутбуков, в том числе из них 30 ноутбуков для мобильного класса, для применения обучающимся в образовательном процессе. Это 2 интерактивные панели МФУ для создания цифровой среды, для введения электронного документооборота, для введения, так скажем, информационных систем. В свете последних эпидемиологических событий в мире и стране многие образовательные учреждения почувствовали на себе всю необходимость цифрового оснащения своих предприятий для бесперебойной организации учебного процесса. Транспортный техникум поселка Нижний Бестях не стал исключением. Сначала все были ошеломлены, но, в принципе, со временем все нормализовалось и нормально прошло. Завершили учебный год. Полученное нами сегодня оборудование поможет организовать предстоящий учебный год, точнее учебный год в этом очном и дистанционном форме. Уже сейчас на базе национального проекта образования, предложенного президентом России Владимиром Путиным, многие учебные заведения нашей республики оснащены электронной библиотекой. Работает сетевой город образования. Учреждениям, получившим поддержку в этом году, еще предстоит большая работа в рамках данного проекта. Полина Долинская, Владимир Павлов, Якутск.